Когда мы начинаем искусственным образом делать из Абхаза, из Мингрела Абхаза или из Абхаза Мингрела, Нет, я знаю, что они желают. Я 5 лет руководил, как вы знаете, районом. Константин Эдуардович, вы сколько съездов провели самурзаканских абхазов? Ни одного. Да. Я провел 3 съезда самурзаканских абхазов. Я провел 3 съезда мурзаканских абхазов. Я в эту проблему очень глубоко влез, вошел, работал как мог. Вот Тамар Кецба здесь сидит, он один из тех, которые представители аутентичной фамилии, проживали, прямо встречались, потом мы это в День города делали, и свадьбу играли, сажали этих кецбаевцев с кецбовцами, тарбаевцев с тарбовцами. Что могли? Несколько резолюций мы обращались к президенту, к парламенту, как интегрировать Гальский район в вообще абхазское политическое, экономическое, этнокультурное пространство. Проблема многоуровневая и архисложная. Она сложная, потому что нам противостоит вся мощь грузинская, которая ведет борьбу за это население. Когда мы решили, только в Абхазском университете учились с Гальского района бесплатно только дети, которые в филфак поступали. Олегу Алексеевич, дай Бог ему здоровья, мы с ним нашли понимание, при небольшой финансовой поддержке с нашей стороны, со стороны администрации. Он принял решение гальцев всех во все факультеты принимать бесплатно. Мы приняли в администрации решение отличникам, которые будут поступать в вуз Абхазии, выплачивать ежемесячно по 5000 рублей. Поставили автобус с 50%, мы снизили стоимость проезда. И такие меры, и мы тем самым из 12 в год поступавших в АГУ подняли до 30. Почему-то все это было потом отменено. Сегодня опять снизилось количество поступавших. Я вам скажу, что в один период гальцы имели 25 000 абхазских паспортов, которые они незаконно получили, но они тогда действовали. Ни на одного человека количество поступавших в АГУ не увеличилось. То, что сегодня гальцев все меньше и меньше становится, говорит не за то, что у них паспорт, а потому что мы даже завтра всем паспорта дадим, количество гальцев будет уменьшаться с каждым годом, потому что социально-экономическая ситуация в Республике Грузия намного стала в последнее время улучшаться. Это вы все знаете из СМИ. У них почти 10% рост ВВП, 8-10%, это даже больше, чем в Китае. Огромное количество туда россиян, которые приезжают, покупают, цены на квартиры выросли, если кто следит за Грузией. И, естественно, социальные экономические зарплаты выросли и так далее, и так далее. Там тоже нужны люди, рабочие места открываются, и люди уезжают. Кроме того, первый такой поток начался, когда Евросоюз принял для Грузии, что они 3 месяца могут с паспортом Грузии в Европе находиться без регистрации. Вот тогда Константин Эдуардович, я тогда возглавлял район, это 17-й год, по-моему, был, начался первый поток, люди резко начали уезжать. Они даже не в Грузию уезжали, они уезжали в Евросоюз, в Польшу, эмигрировали. Я помню, ко мне приходили, там должники какие-то, где твой брат, он там задолжал, он находился в Польше, в Германии, то есть и так далее и тому подобное. То есть это имеет вообще другой аспект выезд людей, это социально-экономический аспект. Я прошу не вводить людей в заблуждение, что это из-за гражданства. Никакого отношения к этому гражданство не имеет. Дальше. Вот эти 1330 человек фактически подтвердили свое гражданство. Парламент Абхазии в 2014 году не лишал ни одного гальца гражданства Абхазии. Парламент принял решение пройти заново перерегистрацию получения паспорта в соответствии с законом.
Если вы хотите сделать так, что ввести двойное гражданство фактически с Грузией, то есть сегодня люди могут поменять национальность, он взял фамилию Гуня, там, скажем, то есть, я извиняюсь, Кецбай или Тарбай взял фамилию, не смотрят, что он гражданин Грузии, он приходит и получает паспорт республики. Вот к чему ведет этот закон. Более того, настолько вот этот перечень аутентичных фамилий опасен, и что вы фактически открываете серьезный конфликт, к сожалению, я думаю, вы не воспринимаете. Скажу просто, почему. Вот я, знаете, по фамилии Надарай, моя фамилия не аутентична абхазская. Там живут фамилия тоже несколько семей Надараевцев. Немного, я думаю, их больше живет, а совсем мало. Они ко мне приходили, когда я был главой района, и говорят, давайте, говорят, мы хотим тоже получить паспорт гражданина Абхазии. Он им нужен был как проездной билет в Россию, потому что попасть, многие гальцы хотят в Россию, очень много родственников в России. Визовый режим был введен, и это стоило там дорого очень. А через абхазским паспортом это стоило очень дешево, почти они могли перейти. Хотя сегодня они могут это сделать, показав наш вид на жительство, показав грузинское гражданство, они могут на ПСОВ перейти, потому что уже введен безвизовый режим. А в чем опасность, я тебе скажу? То есть, если какой-то Надарай придет, я приду, скажу, вот он хочет поменять, взять национальность абхаз и взять свою фамилию и национальность абхаз. Мне скажет, твоя фамилия не аутентична. То есть ты, это такая сегрегация. Так и другие фамилии. Вы представляете, хорошо, моя фамилия там небольшая. Идут лагвилавовцы и скажут, слушайте, у нас абхазская фамилия, там очень много лагвилавовцев, дайте. Вы скажете, ваша фамилия не аутентичная абхазская. Вы в какой конфликт внутри абхазского самого общества, представляете, вносите? Никак он сказал, Юра, никак он сказал, кем они, почему с самого начала был задан вопрос, кем эти люди себя считают. Я первый родитель того, чтобы гальские, в первую очередь самурзаканские абхазы, стали абхазами. Стали по абхазами не по документам абсвольвепко, ачада, ашхаует, шниубаацу. А того, что ты человеку не дашь, никогда в жизни не водил машину, от того, что ему просто водительские права дашь, он водителем не станет. Никогда в жизни не водил машину. Их для того, чтобы, я же говорю, комплексная, многоуровневая программа. Для того, чтобы они там, мы обращались, говорю, давайте школу-интернат, пожалуйста, откроем одну школу-интернат для самурзаканских абхазов. Начнем их воспитывать. Давайте мы примем закон об альтернативной службе. Они на учет в военкомат берутся, не надо их в армию призывать, они не могут, гражданство не имеют, но мы их можем для прохождения общественной повинности, чтобы там во время прохождения общественной повинности эти молодые люди эту дурь саакашвилевскую из его головы выбивать и учить его истории Абхазии, учить его абхазскому языку. Много есть инструментов, как мы хотим их сделать. Но когда мы платим, сколько мы платим до сих пор? И это и моя вина, Константин Эдуардович. 500 рублей мы платим. До сих пор пенсия абхазская в Гальском районе 500 рублей. А грузинская 10 тысяч. Сегодня в дом стоит в Гальском районе дом, а окон дверей нет, у него 2 тарелки. Полностью живут они, находятся в информационном пространстве Республики Грузия. 24 часа им промывают мозги. Мы против этого ничего не делаем. Открыли гальское телевидение. Сколько процентов смотрят гальское телевидение? 5% смотрят. А я вам скажу, я проводил статистику в свое время, менее 5% хоть раз в неделю включают гальское ТВ. Абхазское тем более. Там ее не смотрят. Вы как хотите их ввести в абхазское
социально-экономическое, политическое пространство, когда до них даже голос нашего президента не доходит. Они не смотрят. В городе какая-то не большая часть, в городе, вот этот процент в основном в городе, в селах абсолютно все выключено. 20 школ, 19 школ, 8 садиков. Почему в Гальском районе? Сколько художественных школ в Гальском районе? 2. Сколько в Очимчирском? Сколько садиков в Гальском районе? 7. А сколько в Очимчирском? Я не понял. Почему в Очимчирском 1 садик и ни одной художественной школы, а в Гальском их 7,1? Это что, малое внимание абхазский бюджет уделял? А сколько музыкальных школ в Гальском районе? 4 было при мне. Сейчас 2. А сколько музыкальных школ в Очимчирском и Творчерском? Ни одной. Школа искусства. Я вам скажу, не в количестве, не в количестве. Я вам скажу, как это делается. Очень нужен кому-то электорат послушный на выборах. Когда гальцы приходили и говорили: откройте нам садик, мы за вас в этом селе проголосуем. Откройте нам музыкальную школу, нам эти международники помогают, мы в этом селе за вас проголосуем. Каждый год открывались садики, музыкальные школы, художественные школы. Все это сидит на бюджете. Это НПОшники как делают? Неправительственные. Они пришли, отремонтировали. Год их там профинансировали, через год ушли. А все остальное сегодня на бюджете же висит. Висит на бюджете. То есть, оказывается, мы в Очимчирах своих детей, абхазцев, да, вот как бы наших, да, мы, оказывается, получается, мы меньше любим, чем гальских. А здесь 1. Там музыкальной школы нет. Все это не надо в погоне за электоратом, за голосами искусственно делать. И не надо вводить между нами сегрегацию. Аутентичные. Они получают одну справку, он оказывается абхазский, а настоящий абхазец, а я нет. Мой представитель моей фамилии даже там не может. Общую проблему надо решать Гальского. Общую. Надо решать, я же вам говорю, надо начинать со строительства школы-интерната. Надо начать с того, что там информационное наше пространство должно быть. Надо поднимать пенсии, чтобы люди повернулись сюда, а не 500 рублей им платить. Мы хотим, знаете, мы хотим дать паспорта и сказать: станьте абхазцами. Да они не станут. Мы если самообманом занимаемся, пожалуйста, спасибо за внимание.